Перрон Сухумского вокзала заполнен людьми с самого утра, а привокзальная площадь вплотную заставлена машинами. Военный эшелон, растянувшийся почти на всем протяжении железнодорожной платформы, впечатляет еще издалека. Люди совершенно разного возраста стремятся своими глазами увидеть выставку. Здесь и группы школьников и студентов приходят с семьями, многие приезжают издалека. Среди посетителей уникального передвижного музея и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, а также члены правительства. Мы показали через вагон поезда Сталинград до войны, после войны. Показали немцев, ту самую армию, которая брала Францию и собиралась пойти дальше в Волгу. Поезд Победы состоит из 10 тематических вагонов. Каждый посвящен отдельному этапу – от предвоенных лет до триумфальной победы. Пассажирские вагоны будто прибыли в Сухум из прошлого. На каждом черно-белые кадры фотохроники и знаменитые лозунги. А внутри каждого вагона ожившие эпизоды военных дней. Экскурсию проводит цифровой персонаж – девушка Лидия, прообразом которой стал реальный человек. Возившая эшелоны на фронт машинистка Елена Чухнюк. Членов правительства с выставкой ознакомил автор экспозиции Дмитрий Паштаренко. Восковые фигуры в поезде Победы передают атмосферу Великой Отечественной войны. Они создают реальную картину присутствия, чему дополнительно способствуют меняющиеся картинки за окнами поезда и стук колес. Композиция музея построена в хронологическом порядке. Посетитель начинает свое путешествие с мирного времени, поступательно проходит ключевые события военной эпохи и завершает путешествие Великой Победой. Один из последних вагон, посвященный Татийскому, Хабаровскому, Нюрнбергскому процессу. Потому что на рубеже окончания войны это очень важные вехи. И если бы японцы не были остановлены, если бы не прекратились их испытания биологического оружия, страшно было бы себе представить, что стало с территории, с нашей территории. Спасибо. Ветераны войны опять окунулись, да, в прошлое. Официально, кроме тех, кто замечен в концлагере, тех, кто пропал без вести, сынец военных тысяч погибших за наши маленькие страны, как военные цифры. Это тоже население где-то 200-250 тысяч было, представьте, практически все мужское население. Конечно, это человек 55 тысяч было призвано. Практически все мужское население. Этот проект не просто музей. Это способ сохранить память о Великой Отечественной войне, передать эмоции, переживания тех, кто прошел через ад войны. Поезд Победы напоминает о том, какой ценой была завоевана победа, и о том, как важно беречь мир. Люди в Абхазии чувствуют тему войны Великой Отечественной, принимают по-другому, очень близко к себе. И это чувствуется и во время экскурсии, и вот сейчас после, как принимают людей, как принимают команду поезда. Поэтому для меня такие особенные чувства. И рад, что благодаря поезду я смог оказаться здесь. Ведь для нас поезд Победы – это не просто музей, это такая возможность сделать настоящую машину времени, передвижную. Не стационарно где-то в Москве, где-то в Петербурге, в больших городах, а он делался именно для того, чтобы рассказать и показать людям про прошлое, но рассказать об этом таким современным языком, методом повествования. И вот компания «Красный квадрат», она сделала возможным находиться в вагонах поезда фактически как в живых. Поезд Победы – это уникальный проект, который объединяет прошлое и настоящее. Он показывает, как современные технологии могут помочь сохранить историческую память и сделать ее живой и близкой для каждого. Это не просто выставка, а настоящая машина времени, которая переносит в те страшные героические годы, напоминая о том, что мы обязаны помнить и чтить. Увиденная нами экспозиция, безусловно, потрясает. Это полное погружение благодаря современным технологиям, благодаря работе творческих людей мы погрузились в события нашего прошлого. Это переживания людей, это трагедия людей, это то, что прошла наша страна в том числе. Это наша общая победа, это наша общая история. Я хочу выразить огромные слова благодарности организаторам, в частности, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, российским железным дорогам, группе
творческих людей, невского баталиста, чьим трудом все, что мы сегодня с вами здесь видим, сделано. Это на самом деле потрясающая экспозиция, и я искренне благодарю всех людей, которые причастны к тому, чтобы у нас была возможность посетить этот музей здесь, в Абхазии. Специально к приезду в Абхазию в поезде оборудован нулевой вагон, в котором представлена мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Один из них – Алексей Ласурия, отметивший столетний юбилей. Также отражен вклад в победу первой абхазской летчицы Мэри Авицба и танкиста Михаила Кетия. Экспозиция вызывает сильные эмоции у посетителей. Многие говорят, что после посещения начинают по-новому смотреть на историю своей семьи, на подвиги своих дедов и прадедов. Это именно тот эффект, к которому стремились создатели проекта. Мы уже зашли в поезд, побывали там, и там на самом деле очень интересно. Мы когда зашли, там было очень много статуй, там очень интересно рассказывали, там много чего интересного было, мне очень понравилось. Что запомнилось больше всего? То, как люди переживали войну, и то, как они практически все время находились в поездах, и поэтому это как бы стало их вторым домом. Я считаю, во-первых, этот проект действительно грандиозный. И было бы неплохо по нашей войне 1992-93 года создать нечто подобное нам. Мне лично очень-очень понравилось. Дети очень заинтересовались. Мы сделали уйму фотографий. И все было настолько просто натурально, по-настоящему. То есть было ощущение, что мы как будто прошли действительно по дорогам этой войны. Понравился последний вагон, потому что там было больше всего, там дольше всего нам объясняли, что происходило. Мне очень это понравилось. В Сухуме поезд простоит до 25 февраля включительно, а 26 числа поедет в Гудауту. Не упустите возможность посетить поезд Победы. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю, которое оставит незабываемые впечатления. Шазина Ханагуа, Инал Гвиджия, Абхазское телевидение.